Приветствую, смотрите, подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 8 июня. Это у нас будет четверг. Я смотрю все знаки зодиака по очереди. От Овнов до Рыбок. Смотрим в двух частях по 6 знаков. Это первая часть, от Овнов до Дев смотрим. Так, Овны, 8 июня, четверг. События дня. Колода «Цыганский пасьянс», если кому-то интересно название. Так, Овны. Смотрим, что у вас будет в четверг. Рыба, скользкое дело. Решение вопроса, ножницы. Деловой разговор, бабочка. Разлука, чемодан. Победа. Солнышко, радость. Радость от победы. Так, и проверяем с вами по горизонтали будильник. Будильник показывает, что будет какая-то проблема со временем. Спешка, да, то есть или наоборот ожидание. Горизонтали нет, вертикали. Здесь нет карты. Змея есть по вертикали. Ну, это кто-то с длинным языком, да, то есть человек, которого нужно остерегаться, опасаться. И здесь нет. Значит, смотрите. Однозначно скользкое дело. Да, то есть это когда вас втягивают в какие-то махинации, поэтому надо быть осторожными. Деловой разговор, решение вопросов, победа, временное расставание, радость, общение со змеей, да, то есть и проблема со временем в этот день. Ну, вот такие события. То есть у вас много хороших, да, событий, и, ну, есть и предупреждения. Поэтому день такой 50 на 50, можно сказать. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к тельцам. Тельцы. Восьмое июня, четверг. События дня. Корона выпадает, первое событие, то есть это общение с каким-то влиятельным человеком. Надежда, то есть вы возлагаете надежду на этот разговор. Будильник нельзя. Слезы. Яблоко. Яблоко — это еще запретный плод, да, то есть когда хочется что-то, что невозможно получить. Ножницы. Приглашение. Ссора. Ссора, слезы. Так, здесь нет карты, здесь нет.
Здесь тоже нет карты. Получается, у вас в этот день 6 событий. Первое – это общение с человеком, представителем закона о власти. Это ссора, слезы, надежда, решение вопроса и приглашение. Ну вот, такие события для вас. Тельцы на четверг. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы, 8 июня. События дня. Покажите мне, что у близнецов будет. У вас сразу же выпадает будильник, показывает, что в этот день куда-то надо будет попасть на определенное время. И будильник всегда намекает, что вы можете не успевать. Пустые разговоры. Колокольчик. Пустой звон. Надежда. Будете надеяться на то, что успеете. Остается только надеяться. Так. Цыпленок — это детки, семейная жизнь. Корона. Представитель закона власти. Рядом с детьми может показывать учителей, воспитателей, преподавателей. Печаль. То есть вот разговор у вас может чем-то, видите, выпадать, что с этим человеком вы будете разговаривать. Возможно, тема не очень будет приятная для вас. Подарок. Ссору нельзя. Дорога. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Письмо еще есть. Конвертик. Конверт показывает получение информации. Либо получение, например, там, получение подарка, получение посылки. Слезы. У вас тут, конечно, событий очень много. В четверг, значит, смотрите, что получается. Называю просто по отдельности. Проблема со временем, пустые разговоры, надежда на что-то, печаль, слезы, общение с представителем закона власти, общение с семьей, с детьми, получение, дорога и подарок. Ну вот, такие события для вас. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к ракам. Смотрим раки. Восьмое июня. События дня для раков. Четверг. Новость. Победа. События в доме.
неприятность. Змея. Так, сейчас я еще проверю горизонтали, вертикали. Дорога нельзя. Не вижу больше. Получается, у вас 5 событий. Первое событие — это получение новости, скорее всего, в электронном виде. Да, то есть молния часто показывает это обычно или смс-ка, письмо на почту, по телевизору какая-то новость. Да, то есть, может быть, там в Ютубе что-то увидите. Дальше победа будет в этот день. Будет какое-то событие дома, может быть, в семье, в родне. Неприятность может быть из минуса. И общение со змеей. Может быть, это, кстати, будет неприятность, да, то есть это вот кто-то будет вести себя как змея с вами. Хотя вот змея иногда показывает общение, допустим, с человеком по году рождения змея. То есть, может быть, у вас там на событии будет кто-то, не знаю, медик, еще тоже как вариант может быть. Ну, тут может и так проиграться. Но судя по тому, что выпала неприятность, может быть, конечно, и человек с длинным ядовитым языком тоже может быть. Так что будьте к этому готовы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше ко львам. Львы. Смотрим. Восьмое июня. События дня для львов. Цыпленок показывает семейную жизнь, семью, детей. Солнышко — радость. Луна — это какое-то цикличное событие. Смотрите, связано это, скорее всего, будет с детьми, либо с кем-то с членов семьи. То есть каждый месяц вы что-то делаете вдвоем, втроем, не знаю. Может быть, даже вот совпадают числа, даты. Надежда. Череп нельзя. Интимная связь, кровать. Это, кстати, может быть романтический ужин. Еще подсвечник иногда проигрывается. Ну или какая-то романтическая обстановка. Ножницы — решение вопросов. Свиток нельзя. Якорь нельзя. Метла можно. Метла — это ссора. Или метла еще может быть наведение порядков. Лебедь нельзя. Значит, смотрим. Получается, в этот день у вас небольшая ссора, общение с семьей, детьми, повторяющиеся события, хорошее настроение, надежда на что-то, интимная связь и решение вопросов, но это больше связано с работой, делами. Так что вот такой день. Да, то есть из минуса только получается метла. Благодарю за внимание, львы. И перехожу я к девам. Смотрим, девы.
8 июня. События дня для Дев. Подарочек у вас первое событие. Решение вопросов, ножницы. Дружба. Кровать нельзя. Маска, обман. Свидание. Нерешенный вопрос. Но смотрите, здесь в вашем случае нерешенный вопрос решится, потому что ножницы выпали. Поэтому вот, если есть какой-то вопрос в четверг, на четверг у вас есть, да, допустим, или в четверг только возникнет, то вы должны понимать, что он решится. Исполнение желания. Так, здесь нет карточки. Значит, смотрим. Получается, в этот день у вас будет исполнение желания, получение подарка, приятная встреча, общение с друзьями, решение вопросов, да, то есть каких-то сложных, нерешенных, которые вы могли много раз уже пытаться решать, не получалось, в этот день получится. Единственное, да, вот негативное событие у вас — это обман, маска выпала. Да, то есть кто-то будет скрывать, да, то есть какие-то свои истинные чувства к вам или будут пытаться вас обмануть, поэтому здесь вот будьте повнимательнее, да, то есть пытайтесь всегда считывайте с людей вот эти хитрости, обманы. Благодарю за внимание, Дева. Дальше перехожу к весам, знаки от весов до рыбок. У меня будут во второй части видео. Ссылочку я для вас оставила внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите. Под каждым видео есть тайм-коды. Очень легко найти свой знак и смотрите. Жду вас во второй части.